По всей России проходит патриотическая акция «Один день с ветераном», посвященная 70-летию Великой Победы. Бойцы российских студенческих отрядов Республики Башкортостан тоже приняли в этом событии активное участие. Данное мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «День ударного труда». Сегодня студенты БГУ, БГПУ и УГУС, которые являются членами Башкирского регионального отделения «Российские студенческие отряды», отправились в гости к нескольким ветеранам. А наша съемочная группа решила проследить за работой одной из групп и посетила ветерана труда Еву Григорьевну Рузину. Она встретила нас в хорошем настроении, душевной теплотой и добрыми словами. В 1941 году я жила в городе Гомеле. Почти в первую же ночь стали бомбить этот город. И я вместе с родителями уехала в эвакуацию. А сколько вам было лет тогда? Мне было 13 лет. После 10 класса я поступила в Московский государственный пединститут имени Ленина. Там же застала и победа. В 1969 году приехала сюда, в Уфу. И с 1969 года по 2013 год я работала в пединституте. Вначале это был Башкирский государственный педагогический институт имени имени Акмуллы. Да. Я преподавала латинский язык, читала античную литературу. И еще работала я в ВЭГу. Скажите, пожалуйста, что вы скажете сейчас молодому поколению? Что вы им посоветуете, может быть? Молодому поколению я скажу, что надо трудиться и нужно любить свою родину. Это самое главное. В ходе беседы с ветераном ребята не только зарядились позитивным настроением, но и послушали произведения на древнегреческом и латинском языках, а именно стихотворение Горация «Памятник» и поэму Гомера «Илиада» в исполнении самой Евы Григорьевны. И по итогам выполненной работы бойцы подарили ветерану памятную статуэтку, а рядом с квартирой разместили звезду акции «Имена героев». Мы в течение всего года посещаем детские дома, приюты, проводим мероприятия, играем с детьми, то есть организуем досуг. Ева Гершевна вообще замечательный человек просто, очень милый, добрый, гостеприимный. Ну, по мне, это великие люди, потому что люди, которые столкнулись с такой страшной напастью, наверное, самые ценные люди, которые у нас вообще есть в стране, потому что с их слов мы можем узнать ту правду, которая на самом деле царила в стране. Поэтому такой вот день, он поможет, наверное, многим переосмыслить, возможно, свои какие-то приоритеты в жизни. Все были готовы к любой работе. И, разумеется, пришли они не с пустыми руками. Каждому ветерану из бюджета было выделено по 5000 рублей, на которые были приобретены медикаменты и продукты. Какая работа была вами сегодня проделана? Работа была проделана то, что мы пришли к ветерану труда в гости, беседовали, она была отличным собеседником, помогали по дому. В принципе, вот такой милой женщине всегда дома чисто и красота. Друзья, и вы не оставайтесь в стороне, уделите внимание своим родным и близким. Айзеля Мулюк, Вализа Маркова, специально для Правком ТВ.